كلمش كيج والله غريت ان كلمش كبوميس كراسن ستيبنويسا از ايستا وخا حيولا يرج بوليادر ادبيتيا يمو именно حزيتي كوبي يرج تصدوات ستيرسا сок. Абубукар Сапралиев не боится экспериментировать и закупает для своей фермы только лучших бычков самой разной породы. В этом году мужчина приобрел крупный рогатый скот карачаевской породы. В пути еще одна новая партия. يرسون ديك نيسيا نحن حز أقشر از إيتسا بارتي يبارتي ديك نيسيا حز وج ديك برود يس نوج كازاخسكي يس حز أزيولج بعد خني يحسوق كازاخسكي خني يحسوق белоголовый именно إجي أس حز دال أندلي ودينوش تقاشيج. А все начиналось с 3 бычков и гранта на развитие собственного хозяйства, который получил фермер из Икажева. Эта поддержка была по программе для начинающих фермеров «Агростартап», запущенной по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», а также по правительственной программе «Агропрогресс». Благодаря содействию государства хозяйство разрослось. Впервые грантовой поддержкой Абубукар воспользовался в 2017 году. Тогда он получил от государства 460 тысяч рублей и приобрел 12 голов крупного рогатого скота. Откормил их, продал, купил уже 40, после и вовсе 75 голов. Так дело и пошло. Еще один грант он взял в прошлом году. Грант ИЦАД аз 1 200 000. Мы закупили молочно-мясной пород ИЦАД и бычок 100 голов, что хат волосу дал эндали. В этом году 120 голов бусук дал эндали. Партии хайвале ох, не 3 шола партии дал эндали на днях. 40 голов цена лас казахский граница حد أخا اشتاول ونص ديال أخيتمز الله أخيتم بيوري حستخن 120 150 голов и это возможность откормить елта дорогие условия шималям. Поначалу животноводством Абубукар занимался у себя во дворе, но стремительно растущее хозяйство требовало больше места для его содержания. Так мужчина смог отстроить собственную ферму на 60 сотках земли. Ферма Сапралиевых находится на окраине сельского поселения Икажево. До ближайших домов 300-400 метров, так что хозяйство никому не мешает. На участке есть скрытое помещение площадью почти 2000 квадратных метров, склад для хранения зерна и сеновал на 1000 тюков. Грант позволил закупить сразу 40 молочных коров и даже наладить продажу молока. Кстати, сейчас коровы пасутся на пастбище. Однако для масштабирования производства молока нужны более серьезные вложения. Поэтому мужчина решил акцентировать внимание на мясном производстве. تسأن يلتع ديكش يبارد تسقحميش از ورشتي از دعيل يحق از ميز بيد ما بيز مخكا تان تسأن دودر اشتبلان جت خدال اندري. По гранту «Агростартап» можно получить до 3 миллионов рублей. Средства выдают только раз в год, а освоить деньги нужно в течение 18 месяцев после их получения. Деньги предоставляют на условиях софинансирования. Аграрий должен определить, какая поддержка нужна ему для создания и развития хозяйства. Помощь была просто необходима, говорит Абубукар Сапралиев. Из гранта в любом случае по голове поднять холми хозяйством хайги, а хозяйство хайда дом, что зелт дохон главное измади. Тахан сунч авук канцана сун сох кормой где-то 40 тонн елт ица ахштанцун и бычок ица ахштанцун тахаз укширм яц программ 120 голов по голове ми тахан поднять веч тахан сельских та волож тадук хаюл шхалж ферм ёхкил шхалчим хайдаму удиха та за 3 года поднять 120 голов и крупных и мелких 70-80 баран поднять из тахан халмади с помощью сахалч адлгер сугики вахаусу гранта но с факт дахук хамхалч но ослу адлу حدحوق خمسة خش دوم شتوز سدحوق خم خنيه وكاشرة يفرم واحد قشود يعني دي لا شو ده. Абубукар мечтает довести количество бычков до 200 голов. Тем более ферма позволяет. Животноводство стало для него делом жизни. Заработка хватает и на семью, и на развитие хозяйства, признается он. Зелимхан Калоев, Мухаммад Билакиев, Новости 24.